Рамазан айларын затып, уразаларыбызны тотып, тәрәвихларыбызга җыелып, хатымнар кылып, дуалар кылып, кадер кичәләрен каршы алып, менә хәзер дә инде үзенең кульминациясе ул бәйрәм Рамазан шәриф аенда, шушы безнең инде ураза бәйрәмен дә бүген үткәрдек. Аллаһ Тәала кабул итсен иншаллах. Һәм сезне дә бик шатмын күрергә, менә шушылай җыелырга урын бар, берләшергә, утырырга, сөйләшергә, бергә үз фикерләрне уртаклашырга, чөнки бүгенге көндә дә андый урыннар яшьләр өчен бик мөһим. Мәчеткә бөтен кешене китерә алмыйсың. Мәчеттә вагаз сөйләргә ул кеше әзер булырга тиеш. Инде шушылай шушы урынга хәзрәтне чакырып һәм дини белем белән бәйләнгән вагазны тыңлау, ул да инде Аллаһка якынлыгыга бер адым. Шуңа күрә дә инде Аллаһка шөкер, шушы безнең яшьләребез бүгенге көндә дә шушы үзебезнең уй фикерләребез белән дөрес булган ахирет турында уйлап, әкрен булса да Аллаһка якынайта торган, албара торган юлларга басуыбыз белән бу да шатлыклы шушындый хәбәрләр биргәнен күрәбез. Идет проповедь в мечети. И его как бы немного в смешном варианте рассказывают. Ходжа Насреддин, такой персонаж, слышали, наверное, не раз. И говорится, что он как-то выступил проповедью, поднялся на минбар и спрашивает у всех присутствующих: «О люди, знаете ли вы, о чем я сегодня буду говорить?» И народ говорит: знаем, говорит Хазрат. И он, как проповедник, говорит: тогда зачем, говорит, я вам буду рассказывать, и слезает. Проходит неделя, следующая проповедь. Снова поднимается на минбар и спрашивает: «О люди, знаете ли вы, о чем я сегодня буду говорить?» И народ думает: на прошлой неделе сказали знаем, он не рассказал, давай скажем не знаем, пусть расскажет. Хазрат, мы не знаем. Ну, раз вы не знаете, тогда зачем мне вам рассказывать, и слезает. Проходит еще неделя. И снова поднимаясь на минбар, спрашивает: «О люди, о народ, знаете ли вы, о чем я буду говорить?» И народ, посовещавшись, говорит: первый раз сказали знаем, не рассказал, во второй раз сказали не знаем, не рассказал. Давайте половину скажем знаем, половину скажем не знаем. Половина говорит знаем, Хазрат, половина говорит не знаем, Хазрат. Ходжа Насреддин говорит: тогда, говорит, какой смысл мне вам рассказывать? Вот, говорит, пусть знающие расскажут не знающие. Поэтому очень, знаете, приятно видеть, особенно молодых людей, в праздничный день уразы Байрама, то, что, несмотря на занятость и в пятничный день, вы смогли собраться. Ведь на самом деле, если посмотреть на наши истоки, на наши корни, у нас это у всех в крови. Это встречать праздничный день. Даже если человек далек от религии, каждый чуть-чуть понимающий человек об исламе слышал, что такое праздничная молитва. И десятками тысяч людей собирается в эти дни, когда мы читаем праздничный намаз, нежели собирается по пятницам. Переполняются улицы, и каждый старается прочитать этот намаз, так как он является праздничным. Хотя пятничный намаз по статусу намного выше, чем праздничный намаз. Пятничный намаз еженедельно он приходит. А праздничная молитва один раз в году. Ураза Байрам, один раз в году Курбан Байрам. Поэтому, уважаемые братья, уважаемые сестры, еще раз на русском языке позвольте всех вас поздравить
с нашим сегодняшним двойным праздником. Утром мы почитали праздничную молитву, днем почитали Джума намаз, сегодня так совпало, пятничный день. Ну и сегодня вот под вечер, первый день Шавваля, мы собрались, чтобы поздравить друг друга с праздником и, прочитав аяты Корана, сделать дуа. Но я вас немного хочу вернуть в ваше детство. Вот все, кто здесь сидят, приблизительно плюс-минус все одного возраста. Плюс 10-15 лет, наверное, да? Но вспомните те периоды, когда вы просыпались и чувствовали запах сковороды. Таба исен чыгаралар иде. Татар йортларында гаиттән кайтканда әти белән малае, кыз белән әнисе кыймак пешерә иде, кыстыбый пешерә иде. Йортка килеп кергәч, йортта төтен иде. Если вы помните, когда отец с сыном приходили с праздничной молитвой, дочка с матерью готовили что-то на сковороде. И заходя домой, дома был дым от того, что жарили. И это была некая традиция. Ведь во времена нехватки провизии, нехватки еды, наши бабушки старались каким-то образом воссоздать атмосферу праздника. А это означало, если дома есть мука, значит можно сделать что-то, пожарить блины, приготовить кастабы, еще что-то подобное, что можно сделать из теста. И поэтому это считалось праздничным днем. И пытались дом окутать таким ароматом, то, что дома есть еда, то, что можно готовить. Поэтому, конечно же, на сегодняшний день мы уже привыкли и подобные традиции начали забывать. Но это в воспоминаниях у нас остались добрым чувством, как традиция наших бабушек, которые ждали своих мужей, наших матерей, которые ждали своих мужей, наших отцов, которые приходили после праздничной молитвы, даже если они не читали обрядовую пятикратную молитву, не ходили на джума намаз, но в селах было принято прийти на праздничную молитву, дать садака и потом уже пойти после молитвы по своим делам. И на самом деле вокруг нас с детства витает атмосфера религиозности. Мы не совсем это просто понимаем, не до конца стараемся этим дорожить. Но наши предки старались привить своим внукам, правнукам, чтобы они были честны, чтобы они были правдивы, жили хорошей, праведной жизнью, чтобы в этом мире были счастливы, чтобы в семьях царила любовь, спокойствие, тишина, чтобы мужчина выполнял мужские обязанности, чтобы женщина взяла на себя женскую ответственность, чтобы в семье всегда царила любовь. И для этого старались старшие поколения привить любовь к исламу через традиции. И поэтому здесь, вот в этом здании у нас уже тоже традиционно, можно сказать, вне зависимости от того, какой хазрат приходит, читает лекцию, альхамдулилля, есть общество, которое слушает. Ведь не совсем правильно будет рассказывать, если люди не готовы слушать, если у них нету даже в этом интереса. Ведь, знаете, сажают зернышко в подготовленную почву. И через некоторое время это зернышко дает большие плоды. Поэтому ваш шаг, уже придя сюда, это означает то, что сердце открыто для таких проповедей. И хвала Всевышнему Аллаху, то, что мы можем общаться, разговаривать, видеться и разговаривать на религиозную тематику. Это тоже немаловажно.
Ведь здесь у нас не мечеть. Это в мечети мы можем рассказывать аяты, хадисы, призывать к благому, удерживать от порицаемого. Но если общество собралось, сидит и слушает хазрата вне мечети, это о многом говорит на самом деле. Ведь не каждое сердце и не каждая душа готова послушать о вечном мире, о том, что принес нам наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, уважаемые братья и сестры, хочу поблагодарить вас за приглашение. Иншаллах, давайте сейчас прочитаем Коран, сделаем дуа за наших ушедших с этого мира бабушек, дедушек, у кого-то родителей, возможно, нету в живых, кто-то похоронил. Иншаллах, общие молитвы, общие дуа сделаем за всех и посвятим священные строки Корана, кого нет в живых. Иншаллах.